В республику привезли чудотворные святыни православия. Семистрельная икона Божьей Матери снова на Остинской земле. Сегодня верующие вновь смогли прикоснуться к святому образу. Здесь Пресвятая Дева Мария изображена одна, пронзенная 7 мечами. Это символ той печали и боли, которую испытала женщина на земле. Появилась икона в конце 20 века обычным полиграфическим способом и находилась в доме простого верующего человека. Однажды после приложения к ее мощам Матрёны Московской икона замироточила. Теперь она всегда реагирует на те или иные события, которые происходят в стране. Когда икону привезли в Бесланскую школу, она стала выделять мир. В ее честь в мире построили уже 5 храмов. Яко спаса родила и все души наши. Чуть-чуть прикоснуться. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословена ты уже у нас. Еще одну уникальную икону привезли в республику. Ее особенность в том, что образ Божьей Матери изображен с 2 сторон. Такая святыня существует в единственном экземпляре во всем мире. Именно поэтому ее называют двусторонняя чудотворная икона Божьей Матери умиления. 16 лет назад это был обычный листочек календаря в Брянской области. Потом случилось удивительное – икона замироточила. Когда ее решили одеть в ризу, с обратной стороны увидели еще один образ, на этот раз нерукотворный. Когда мастер работал над ризой, то он заметил, что оказывается, кроме лика Матери Божией, на этом нерукотворном образе есть еще и другое изображение, ранее невидимое глазу. Не нужно удивляться, потому что этот образ находится вот здесь. Мы все с вами его прекрасно знаем, а знаем мы его по изображению на Туринской плащанице, ведь это образ, лик распятого и воскресшего Христа. Как любая мать, которая носит дитя в чреве, знает, что дитя в чреве находится вниз головой. Вот и здесь по человеческому естеству распятый Спаситель также вниз головой. На иконе получились изображения стоп Богородицы. Со святыней умиления связано множество легенд и пророчеств. По словам священнослужителей, там, где Божья Матерь пройдет пресвятыми стопами, будет граница между добром и злом. Паломники со всей Осетии выстроились в длинную очередь, чтобы преклониться перед чудотворными образами Богородицы. Иконы уже объездили полмира, а после выставки они отправятся в Грузию и Армению. Тинатин Музашвили, Тома Валиева, Евгений Маркин, Ацамаз Кочиев, Осетия ТВ.